Привет! Привет! 1 июня. Наступило лето. И теплом июньским вся земля согрета. 1 июня – день больших затей. День защиты в мире маленьких детей. Ура! Здравствуйте, ребята! Вы, конечно же, знаете, какой сегодня день. Сегодня первый день лета. Лето. Пора каникул, отдыха, новых приключений и путешествий. А это значит, что мы с вами будем больше гулять, играть и веселиться. К тому же, первый день лета – это праздник. И называется он, ребята, как? День защиты. Ну, конечно, День защиты детей. В этот день все люди на земле показывают свое горячее стремление защитить детей и сделать так, чтобы все дети на земле были счастливы. Точно. Ребята, а вы любите праздники? Любите? Ну-ка, что, не любите, что ли? Ребята, вы любите праздники? Да! Ну вот, уже лучше, отлично. Но чтобы он удался на славу, нам всем вместе надо установить некоторые правила поведения на весь день, да. И если вы согласны с этими правилами, вы кричите «да». Если не согласны, вы кричите «нет». Итак, давай. Первое правило. Смеяться сегодня разрешается? А шутить, играть и кувыркаться? Толкаться, драться и кусаться? А друг другу нежно улыбаться? Щипать друг друга, обзываться? А гостей встречать и угощаться можно? Родители, чтобы нам помогали? Ну и отлично, вот такие у нас сегодня правила. Так, в этот праздничный день мы будем веселиться. Будем веселиться? Смеяться будем? Дарить добро и радость тоже будем? Конечно. И сегодня мы услышим и увидим певцов, чтецов, танцоров и всех тех, кто может показать свои творческие способности. Да, ведь именно сегодня объявлен конкурс «Дети закулисья», который дает возможности восхититься талантливыми ребятами, талантливых родителей. Итак, для приветствия всех гостей и конкурсантов приглашаем на сцену председателя Союза театральных деятелей Чувашии Сергея Вадимовича Павлова! Ура! Аплодисменты, друзья! Бурные аплодисменты! Сергей Вадимович, просим вас на сцену. Вам как раз ведь, да? По уровню нормально, хорошо. Давай я вот так. Давай. Эргун Булдар Хизеплещерсем, Хизепле Юлдарсем. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Позвольте вас поздравить всех Днем защитника детей. Это замечательный праздник, который многие из нас этого ждут. По крайней мере, я очень жду, потому что все, что мы делаем, все, что мы трудимся, это ради детей, ради семьи. Я не буду много сейчас говорить, потому что впереди я уже сам волнуюсь, потому что предвкушением, как это все будет происходить, будем ли мы в следующем году это все проводить. Поэтому я в конце скажу, после того, как мы проведем этот конкурс, хочу всем пожелать здоровья, благополучия, вдохновения. Улыбайтесь, господа. Я очень рад, что мы сегодня встретились с вами. Спасибо. Спасибо большое. Ну а что? Представляем вам наше многоуважаемое жюри. Наталья Алексеевна Ахмед, заместитель директора театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля по художественно-постановочной части. Аплодисменты! Елизавета Арьевна Абрамова, директор театра кукол, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Любовь Петровна Казанцева, концертмейстер Чувашского государственного театра оперы и балета. Владимир Николаевич Глушков, актер Русского драматического театра.
Юрий Анатольевич Свинцов, балетмейстер Чувашского государственного театра оперы и балета, народный артист Чувашской республики. Дядя, привет. Итак, с жюри мы познакомились. Идем дальше. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения юных дарований и талантов. Поэтому вся надежда на наше компетентное жюри. Итак, всех ребят мы приглашаем за кулисы. Да. Но вначале послушайте, что критерии оценки конкурсантов делятся на 4 группы. Да. Итак, первое это от 0 до 6 лет. От 7 до 9. От 10 до 12 лет. И с 13 до 18 лет. Да. Члены жюри оценивают выступление по 10-бальной системе. А решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. У нас все строго. Итак, по итогам конкурса награждаются дипломами и призами. Ну что, жюри готовы? Так, жюри готово? Готовы. Конкурсанты готовы? А гости готовы? Ну тогда Мы начинаем! Ребята, проходите за кулисы. Ну что ж, все готовы, и мы готовы объявить первых конкурсантов. И первым у нас сегодня выступают семья Семеновых. Это Семенова Валентина, 14 лет. Так, семья Семеновых у нас сразу выйдет или они готовятся? Сейчас мы узнаем. Ага. Да, все, сразу выходит, сразу готовится, отлично. Объявляем, да? Ну, конечно, герой объявляю, что без меня объявить не Моя можешь. помощница куда-то потерялась. Приглашаем Семенову Валентину. Да. 14 лет, Эдуард Асадов, помните. День Победы, и в огнях салюта будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных жизни, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то мать, река, знакомый смех, сад, жена. А если не женатый, то девчонка, лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 долгих года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел как дождь, как чудеса, ярко-синюю душу опаля. Вечный вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, приятно думать о судьбе, очень яркой, светлой и красивой. Но всегда ли мы к самим себе так подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту, зазря, на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки, Господи, да мало ли на что! И сметя все мелкое, пустое, скинув в скуку, черствость или лень, вспомни вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута, каждая минута, смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя нас. Спасибо большое, Валентина. А сейчас мы приглашаем на сцену Семенова Семена, 10 лет,
Он нам прочитает стихи Аркадия Лукина «Солдат шинели». Солдат шинели. Ала беширарза бедерне солдат шинели. Кив шинели. Анчах таван келеши дерне. Волман шершила на шине. Шутне пелемень, шадок чорот. Тень помылахаль музее. Анчах кельзе юмашки орах. Шинель зарги вармучье. Кона муска в янче шадарна. Кушадок Сталинград полуем. Курск соврашне юнбаш шаварна. Шинелень буркала малы. Моната Днепер, Эльба, Висла. Я Берлин тихура Рейхстаг. Европа нам учие вишня. Она ходарна воз солдат. Она ходарна мир хивелле. Хобарна сватюбине. Мухтав сана солдат шинели. Мухтав унхарсер хущине. Спасибо, Семен. И дальше у нас выступает Семенов Иван, 5 лет. Песня «Азамат Кебери».
Да, и мы приглашаем всю семью Семеновых, выступавших сегодня, Валентину и Семена. И, конечно же, вручаем им поощрительные призы. Аплодисменты, друзья! Спасибо большое, спасибо. Спасибо, молодцы. Идем дальше. Сейчас на сцену приглашается Глушкова Мария. Проза Юрий Яковлев «Мама». С чего начинается Родина? Закрой глаза, прислушайся, и ты услышишь голос. Он живет в самом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим голосом. Даже когда станешь взрослым, будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки. Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Когда ты не умел ходить, мама носила тебя на руках. Потом научила ходить, говорить. Мама прочла тебе первую книжку. Она учила тебя видеть и открывать мир. От нее ты узнал названия птиц. Воробей, ласточка, синица. Узнал, что у каждого цветка тоже есть свое имя. Ромашка, Василек и Ванда Марья. Мама принесла домой сухую веточку и поставила ее в воду. И вскоре веточка, сухая, безжизненная, зазеленела. А потом на ней появились светло-лиловые цветы. Вся веточка покрылась цветами. «Что это?» – удивленно спросил ты. И мама ответила: «Багульник». Мама всегда рядом с тобой. Все, что ты видел, все, что тебя окружало. Каждый день твоего и моего детства связан с мамой. Озабоченная и радостная, спокойная и печальная. Она всегда рядом. Моя мама погибла во время блокады Ленинграда летом 1942 года. Последний раз я ее видел, когда она меня провожала в армию. Мне тогда было 18 лет. Это трудно было понять, что мамы больше нет. Но любовь к матери проходит у нормального человека через всю жизнь. И моя мама до сих пор живет в моем сердце. Словно мама жива, только она где-то далеко. Так далеко, что письма не доходят. Но она всегда есть, я слышу ее голос. Помни, нет большего горя на свете, чем потерять родную мать. Не причиняй ей страданий, береги ее, как можешь. С чего начинается Родина? Я задаю себе этот вопрос и сама отвечаю на него. Родина для каждого из нас начинается с мамы. Спасибо большое, Мария. Далеко не уходи, пожалуйста, вернись. Да, у нас для тебя небольшие презенты, подарочки и диплом. Поздравляем, творческих успехов в дальнейшем. Ну, идем дальше. А дальше у нас Кузнецов Арсений, 10 лет, с песней «Волшебный джаз». Встречаем! Все
волнение. Ты мой кумир, ты мой волшебник джаз. Я лишь тебе служу на этой сцене. Сверканье медных труб и блеск влюбленных глаз, и свет прожекторов, и музыки движения. Все это сотворил для нас волшебник джаз. Он чудеса творит на этой сцене. И я живу теперь, как будто впереди не маленькая жизнь, а пламенная вечность. Моя душа летит на крыльях быстрых ног, по клавишам с разбегом в бесконечность. И здесь нашел друзей, и не забуду вас, и исчезают прочь все страхи и сомнения, когда опять для нас поет волшебник джаз. Он чудеса творит на этой сцене. И я живу теперь, как будто впереди не маленькая жизнь, а пламенная вечность. Моя душа летит на крыльях быстрых ног, по клавишам с разбегом в бесконечность. Браво! Спасибо, Арсений. Джаз и правда был волшебным. Скажите, друзья, правда ведь? Но у нас для тебя еще есть подарочек. Молодец. Проходи. А сейчас мы приглашаем на сцену Ананьева Степана, 5 лет. Он прочитает нам стихотворение Сергея Михалкова «Котята». Встречайте. Сергей Михалков, котятам, выступает Ананьев Степан. Вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали. 1, 2, 3, 4, 5. Раз котенок самый белый, 2 котенок самый смелый, 3 котенок самый умный, а 4 самый шумный. 5 похож на 3 и 2, те же хвост и голова. Также пятнышко на спинке, также спит в корзинке. Хорошие у нас котята. 1, 2, 3, 4, 5. Приходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать. Степан, ты молодец. Ну а дальше мы идем, и у нас выступает Ергейкина Дарья, 8 лет. С танцем «Радуга после дождя». Встречаем бурными аплодисментами.
давайте, знаете, мне интересно. Всем же интересно, не только мне. Что же у нас сегодня в пакете, да? Что у нас вручается от Союза театральных деятелей? Посмотрим? Давай, так, вытаскиваем по очереди по одному. И это у нас... Что это у нас? Да показывай уже, что ты сам смотришь. Ключи от счастья, чувашские народные сказки. Да. Альбом для рисования. 24 листа. Попрошу заметить под протокол. Так, засовываем потом. Да, держи. Помогу. Дальше у нас красивые карандашики. Отлично. И пакет. Пакет самое главное. Даша, молодец, проходи. Проходи, заходи. Молодец. Аплодисменты. А сейчас мы приглашаем на сцену Харькова Андрея, 12 лет. Композиция Геннадия Волкова «О нежем Анне». Геннадий Никандрович Волков. О нежем Анне. Şuratnaşan. Анне тиместе. Кукук-то шамардатывать. Юратнаşan. Анне тиместе. Щеганда чепине совать. Tüstenesen. Анне тиместе. Пуп-то щак самогах калать. Üsternesen. Анне тиместе. Үсме моянда пулдарать. Юруса в ужин Анне дедев. Şerbin yura sahalahmar. Самогузем жин Анне дедев. Çelgemeren burgadımar. Юмагузем жин Анне дедев. Unda çeni ulap bular. Перю-терю жин Анне дедев. Eşçenle hval. Çunrika var. Плетень кумаламанне, индек хамырлыгаманне. Унсыртыванлых, туслых щук. Унсыран есте, епте жук. Элеп мантурым эс ко мне, а нежем тепсана, а не. İlemle, ilemle, ilemle çavaş yuri. İlemle çavaş yuri de yuralama pelzen kana. İlemle çavaş yuri de yuralama pelzen kana. İlimle, ilimle, ilimle çavaş deri. İlimle çavaş deri de tereleme pelzin kana. İlimle çavaş deri de tereleme pelzin kana. İlimle, ilimle, ilimle çavaş taşı. İlimle çavaş taşı de taşlama pelzin kana. İlimle çavaş taşı
браво! Браво! Спасибо большое. Пожалуйста, принимайте подарочки и диплом участника. Спасибо еще раз большое. И мы идем дальше. А дальше для нас выступит Степанова Анна. 7 лет. Прочитает стихотворение Анатолия Хума «Курдом воржа кинора». Анатолий Хум, курдом воржа кинора. Курдом воржа кинора, воржа пить хруже. Шер жунать деритовра, шер юлать пуш-пуже. Курдом пачакаджазим, тадалза ереще. Таранза курман ведем, выжибах велеше. Шугар кирле возине, ты часи плетадок. Шине бомба в ране, кирлешку, е садик. Шепчик ебашку шанже, килензе ерладер. Пур аджада, шершинже. Саванза вылядер. Да, буш, Аня. Итак, а сейчас мы приглашаем на сцену Киселеву Анастасию. Бакланова, хоровод, флейта. 7 лет. Анастасия, ты большая умничка. Спасибо тебе большое. Молодец. И дальше для нас выступит Драгунова Дарья, 4 года. Она прочитает стихи Педро Хозангая «Эп Чуваш Ачи». Встречаем бурными аплодисментами, поддержим, давайте. Педро Хозангай, эп Чуваш Ачи, савадаб. Хамаран чавашерне вол кипкедиман сапкада она мама эмарне эп чаваша джисавадаб эмар ешу башкара водашулиде пагада теклмасю башкара эп чаваша джисавадаб чеве чалине юрадаб юрасавада кубузада кесине. Дарья, молодец, умничка. Спасибо тебе большое, огромнейшее спасибо. И дальше для нас выступит Герасимова Анна. Ей 9 лет. И первый номер у них «Дождик», Кананевская. Опять же, бурные аплодисменты! Молодцы!
Анна молодец. И дальше вторым номером она покажет для нас пластический этюд, который называется «Я рисую». Бурные аплодисменты, Ане. Спасибо тебе большое. А сейчас я приглашаю на сцену Салимбаеву Агату. Она исполнит для нас песню из мультфильма «Моана. Что меня ждет». Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но вновь влечет меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак от меня ведет к больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть, а глаза каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться дальний, он свет прольет на все то, что там меня так долго ждет. Течет жизнь на острове беспечно, вечно, людям доставляя радости день ото дня. Знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и может мне пойдет моя. Стану я вождем, поведу народ, будем процветать мы из года в год. Только сердце мне не о том поет, что не так со мной. Вижу солнечный путь на волнах хрустальных, он за собой меня ведет, и я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Ну так вперед!
приглашается Павлова Дарина. 10 лет. Стихотворение «Россия началась не с меча». Автор Эдуард Асадов. Называется «Россия началась не с меча». Россия началась не с меча. Она с косы плуга началась не потому, что кровь не горяча, а потому, что с русского плеча ни разу в жизни злобы не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Или оседлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда, по-добродушному иногда не сразу. Возмездие вздымалось, это да, но жажды крови не было ни разу. Прости, России, беды сыновей, а то, что не усопится князей, то как же ордам дали бы по мордам. Но только подлость радовала зря. С богатырем недолговечные шутки, но можно обмануть богатыря, но победить вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться солнце с луною, порукой озеро Ческое, река Непрадва и Бородино. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушима. Россия началась не с меча, и потому она непобедима. Спасибо большое. Бурные аплодисменты. И дальше мы идем, у нас выступит Серов Иван, ему 8 лет. И он прочитает стихотворение Сергея Васильева «Белая береза». Сергей Васильев, белая береза, под моим... Я помню раннюю березу, осколком бомбы на заре. Студеный сок бежал, как слезы, по изувеченной коре. За лесом пушки грохотали, клубился дым пороховой. Но мы столицу отстояли, спасли березу под Москвой. И рано-раненько весною береза белая опять оделась новую листвою и стала землю украшать. И с той поры на все угрозы мы неизменно говорим: родную русскую березу в обиду больше не дадим. Спасибо большое, Ваня. Молодец. А сейчас на сцену приглашается Гордеев Максим. Он прочитает нам стихи на чувашском языке Марины Теллиной «Аневал чун оши». Ане пулзасын шүттен деди шударак, ане пулзасын пирен пурды шаванрак, ане пулзасын ма черем кулать, ане пулзасын чуным саванать. Ане волчуноши, ане илем тынчи, ане чи юратны, ане волчи хитри, ане сасы шонгорч, сасы, ане кулых и вельшевели, ане юры шопчик юры, ане уших и велюши. Максим молодец. Заходи. И приглашаем на сцену Павлову Ангелину. Она исполнит нам на фортепиано «Ноктюрн», первое произведение. Ей 14 лет, Ангелине. Она исполнит «Ноктюрн» Олимпиады Агаковой.
Браво, Ангелина молодец. браво. А Ангелина нам исполнила композицию из двух произведений. Второе произведение называлось «Новелла Бьянчи» композитора Людовика Эйнауди. Спасибо большое, молодец. А сейчас Николаев Даниил исполнит для вас просто музыкальный номер. 5 лет парню, кстати. Просим. Ну что ж, а тогда мы идем дальше. Просто передвигаем. Они выступят, конечно же, чуть позже. Я надеюсь, очень сильно. Дальше у нас выступит Снегирев Матвей. Ему 7 лет. Он прочитает стихотворение Роберта Рождественского «На земле безжалостно маленькой». Встречаем. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький, и была у него служба маленькая, и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску ему выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывильнув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Браво! Спасибо большое, Георгий. Матвей! Прости, пожалуйста, конечно, Матвей. А сейчас на сцену приглашается Москалев Георгий. Бакланова романс «Скрипка». Сколько лет? 8 лет.
Георгий, браво. Молодец. И дальше у нас выступит Тесленко Валерия, ей 8 лет. Она прочитает стихотворение, но сначала давайте все вместе представим, будто она в первый раз попала в театр. И прочитает стихотворение Агнии Барто в театре. Встречаем. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то? Мне теперь не до балета, все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу. А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет. Ребятам я сказала. Спасибо, Валерия! Умница! Подожди, пожалуйста, мы тебе еще вручим подарочки. Благодарим! Провожаем ее аплодисментами. Валерия, спасибо еще раз. А сейчас долгожданный, просто музыкальный номер Николаева Даниила. 5 лет.
большими подарками, наверное. Ну что ж, а мы идем дальше, и сейчас мы встречаем большую делегацию семьи Сергеевых. Сергеева Анастасия, 7 лет, и Сергеева Кристина, 5 лет. И первым номером у них будет стихотворение «Родина». Слушаем. Если скажешь слово «родина», сразу в памяти встает старый дом в саду смородина, толстый тополь у ворот. У реки березка скромница и ромашковый бугор, а другим, наверное, вспомнится свой родной московский двор. В лужах первые кораблики, где недавно был каток, и большой соседней фабрике громкий радостный гудок. Если степь от маков красная, золотая целина, родина бывает разная, но у всех она одна. Спасибо большое, Настя. А сейчас Анастасия и Кристина споют для вас песню «Анне, Анне, Тиещи». Девочки, вы готовы? Да. Можем начинать. Анне, Анне, Тиещи, Анне, и мелкший жук, укши, пузан пумазанда, Анне, судак, Анне, жук, укши, пузан пумазанда, Анне, судак, Анне, жук, атине, атитиеше, атине, иль мелкший жук, укши, пузан пумазанда, атине, судак, Анне, жук, укши, пузан пумазанда, атине, судак, Анне, жук. Печенье, печетиеше, печенье, и мелкший жук, укши, пузан пумазанда, печенье, судак, Анне, жук. Йомога, йомок тиеше, йомога, и мелкший жук, укши, пузан пумазанда, йомога, судак, Анне, жук. Тована, тован тиеше, тована, иль мелкший жук, укши, пузан пумазанда, тована, судак, Анне, жук. Теперь можно, да, выходить. Анастасия и Кристина, вы большие умнички. Спасибо большое, творческих вам успехов и всего доброго, хорошего лета. И всем остальным тоже. А мы двигаемся дальше, и дальше у нас выступит Москалев Николай. Ему 12 лет, и он на трубе исполнит нам мелодию Дворжика.
Еще раз бурные аплодисменты, друзья. А сейчас Володина Виктория, ей 11 лет, прочитает вам вредные советы Григория Остера. Встречайте! Недавно ученые обнаружили, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Им дают полезный совет – умывайтесь по утрам. Они тут же берут и не умываются. Им говорят – здоровайтесь друг с другом. Они тут же начинают не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно. Когда тебя родная мать ведет к зубным врачам, не жди пощады от нее, напрасных слез не лей. Молчи, как пленный партизан, и стисни зубы так, чтоб не сумела их разжать толпа зубных врачей. Никогда не разрешайте ставить градусник себе. И таблеток не глотайте, и не ешьте порошков. Пусть болят живот и зубы, горло, уши, голова, все равно лекарств не пейте. И не слушайте врача, перестанет биться сердце, но зато наверняка не прилепят вам горчишник и не сделают укол. Если ты попал в больницу и не хочешь там валяться, жди, когда к тебе в палату самый главный врач придет. Укуси его, и сразу кончится твое лечение. В тот же вечер из больницы заберут тебя домой. Молодец. Умничка. Спасибо большое. Пока. А дальше для нас выступит Москалев Федор. Ему 14 лет. И он исполнит нам «Апрель» Сергея Рахманинова на скрипке. Спасибо большое, Федор. Это было просто волшебно.
Аплодисменты. А сейчас я приглашаю на сцену Герасимова Тимофея. 15 лет. Он исполнит для вас песню на английском языке «Another Love». I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna love and I wanna love, but all my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Oh. But my hand's been broken one too many times, so I use my voice on base of fucking truth. Wasted always win, but I know I lose. And I sing a song that be just done, but I'm sent home to another heart. And I wanna cry, I wanna fall in love, but all my tears have been used up on another love. And I will love, all my tears have been used up on another love, and I will love, all my tears have been used up. I wanna sing a song that we just don't like I said to another heart. And I wanna cry, I wanna fall in love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Вау! Тимофей, это было супер! Спасибо большое! Поздравляю тебя, молодец! И идем дальше, и почти приближаемся к завершению. И на самое вкусное, на самое сладкое у нас остается тоже интересно. И сейчас у нас семья Бакановых в лице Бакановой Анны и ее мамы Бакановой Катюши. Бакановой Анне 4 годика. И они исполнят песню о чистоте из мультфильма «Маша и медведь».
Медведь, к сожалению, отказался выходить. И однажды на свете кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мама, утянуть копытца и воздушных поросят. Вот и тут они корыцу, пятачки у них блестят. И утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Также надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи и в пыли, кто забыл о чистоте. Мы с тобой все же люди, и не зря так говорят. Неужели мы же будем хуже поросят? Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Бурные аплодисменты. Молодцы, замечательно. Вот такие кнопочки у нас выступают. И это был завершающий номер нашей программы. Вот так незаметно пролетело время. Спасибо вам огромное еще раз. И эти аплодисменты для вас. Ну что ж, знаете, у меня вопрос. А может быть, кто-нибудь из зала еще хочет выйти и что-нибудь рассказать, прочитать, спеть, сыграть, может быть? Есть желающие? Если есть желающие, пожалуйста, выходите. У нас сегодня сцена открыта для всех. Так, руки есть? Есть? Серьезно? Пожалуйста, выходите. Видите, как у нас здорово получается? Ведь это же здорово. Да? Так, Давай еще раз назовем себя. Рябаева Агата. И мы исполним. Коллизия. Отлично. Встречаем бурными аплодисментами.
Девчата, спасибо большое. Подожди, подожди, стой, 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 не уходи, не уходи. И за такую смелость и неожиданность, пожалуйста, вот тебе небольшой презентик. И вот у нас уже выходят на сцену, прям бегут, бегут. Еще кто это у нас? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Как тебя зовут? Йошуэн Владимирович. Отлично. Еще раз. Киошман Владимирович. И сколько тебе лет? 3. Ну, вы поняли. Итак, что ты нам прочитаешь? Стихотворение, песня? Держи микрофон. Все, я тебя не мучаю, пожалуйста. Я тебя не мучаю. Подскажи. Мамы и бабушки, и тети, вы у нас в большом потече. Не найдем другой причины, чтобы собрались мужчины. Поздравляем, мужчинец, потому что любим вас. Молодец! И вот тебе тоже презентик. Молодец! Ну что ж, спасибо большое, вы все огромные молодцы. И вот так вот экспромтом выйти, это просто замечательно и здорово. Это сколько нужно смелости иметь. Ну что ж, а у нас для вас подарок. И его приготовили актеры из Чувашского государственного академического театра. И они исполнят вам номер «Мамы и дочки». Встречаем бурными аплодисментами! Подарок для вас! I call him lollipop, lollipop, oh, lollipop.
радостной, замечательной, прекрасной летней теплой ноте мы завершаем наш конкурс. И дальше что у нас по плану? А дальше по плану у нас? Дальше Ирина по плану. Александровна у нас скажет. Прям в 2 микрофона могу говорить. Спасибо за прекрасный вечер. Ну а этим у нас программа не завершается, потому что сейчас для наших деток мы приготовили прекрасный сладкий стол. Ну а наши члены жюри пойдут жюрить, и мы, конечно же, потом выслушаем итоги этого конкурса, потому что там по возрастной категории всех будут судить. Конечно, еще призы для вас будут, поэтому дождитесь, пока наше жюри объявит все итоги. И в финале у нас показ мультфильма в малом зале.